Здравствуйте, ребята! Мы начинаем урок по физической культуре. Тема урока – строевые упражнения. Цель урока – овладеть приемами и методами строевых упражнений. Задача урока – повторить ранее изученные и ознакомиться с новыми строевыми упражнениями. Воспитывать внимание, дисциплину, организованность, целеустремленность и уважение друг к другу. Ребята, давайте мы с вами выполним зарядку. Выдох, вдох, выдох и вдох. Выдох, глубокий вдох. Внимание, ручки поставили на пояс и наклон головы вправо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Поворот головы вправо. Четыре осталось. Три, два. Ноги врозь прыжком. Полукруг. Влево. Вправо. Влево. Сделали глубокий вдох. Выдох. Руки на пояс. И... 4, 3, 2. Отлично. И скручивание ручкой. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ручка вверх. 7, 6, 5, 4, 3. Внимание, теперь у нас две руки и вверх тянем. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Рук перед собой. 4, 3, 2. Скручивание. 4. Внимание, то же самое, но мы ручки выравниваем. 3, 2. Сделали глубокий вдох. Отлично. Наклон. Назад. Вперед. Надо еще 2 раза. И последний разочек. Отлично. Наклоняемся вправо. Ручки в стороны. Еще 2 раза. 1. Ручки поднимаем в стороны. Вверх. В стороны. Отлично. Добавляем движение бедрами. Вправо. Вправо. Немножечко ускориться. 8. И наверх. Поднимите ее вперед. Захватите руками колено. Замечательно. И подтяните. Бедра. Медленно. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Быстрее. Оп. 4, 3, 2. Движение рук вверх. 7, 6. Замечательно. 4, 3, 2. И наклон вперед. 4. Пониже. 3, 2. 1. Делаем глубокий вдох и марш. Браво. Ребята, вы знаете, что в начале урока вы всегда строитесь в одну шеренгу. Давайте с вами повторим. Здесь у нас на рисунке строй, который называется шеренгой, в котором занимающиеся размещены один возле другого на одной линии. Интервалом называется расстояние по фронту между занимающимися. Здесь у нас есть правый фланг и левый фланг. Также вы знаете, в строевых упражнениях существуют повороты. Поворот направо, налево, кругом на 2 счета. Поворот направо. Занимающиеся поворачиваются в сторону правой руки, на правой пятке и левом носке. 1. И приставляют левую ногу к правой. 2. По команде налево занимающиеся поворачиваются в сторону левой руки, на левой пятке и правом носке. 1. И приставляют правую ногу к левой, опускаясь на полную ступню. 2. По команде кругом поворот осуществляется в сторону левой руки, на левой пятке, правом носке на 180 градусов. 1. И представляют правую ногу к левой. 2. Все строевые упражнения можно подразделить на следующие группы: построение, строевые приемы на месте, перестроение на месте, способы передвижения, перемена направления движения, перестроение в движении, размыкание и смыкание.
Перестроения на месте бывают. Из одной шеренги перестроиться в 2, 3 шеренги и наоборот вернуться в исходное положение в одну шеренгу. Перестроение из одной шеренги в 2. Вначале подается команда «на первый, второй рассчитайся», затем подается команда «в 2 шеренги стройся». По этой команде вторые номера делают шаг левой назад – 1, правой вправо за первыми номерами – 2, и представляют левую ногу – 3. Ведется подсчет – 1, 2, 3. При обратном перестроении подается команда «в одну шеренгу стройся». По этой команде вторые номера делают шаг левой в сторону – 1, правой вперед – 2, и представляют левую ногу – 3. Перестроение из одной шеренги в 3. Подается команда «по 3 рассчитайся», затем вторая команда «в 3 шеренги стройся». По этой команде вторые номера стоят на месте. Первые номера делают шаг правой вперед – 1, левой в сторону – 2, и представляя правую к левой – 3, становятся перед вторыми номерами. Третьи номера делают шаг левой назад – 1, правой в сторону – 2, и представляя левую ногу – 3, становятся в затылок вторым номерам. Для обратного перестроения подается команда «в одну шеренгу стройся». Перестроение происходит в обратном порядке. Здесь на рисунке, как вы видите, учащиеся стоят в одну колонну. Это строй, в котором занимающиеся стоят в затылок друг к другу. Учащиеся должны соблюдать дистанцию на вытянутые руки. Стоящего учащегося впереди строя называют направляющим, а в конце строя – замыкающим. Построение в колонну подается команда «в колонну по 1, 2, 3 и так далее становись». Здесь на рисунке схема, где вы можете увидеть перестроение с одной колонны в 2 колонны и наоборот, перестроение с 2 колонн в 1 колонну. Здесь на рисунке учащиеся перестраиваются в 3 колонны. Основные правила произношения команд. Команды разделяются на предварительную и исполнительную. Шагом марш, направо, налево, но есть команды только исполнительные. Равняйсь, смирно. По всякой предварительной команде занимающиеся принимают положение стойки смирно. При подаче команд для перестроения необходимо вначале назвать строй, затем направление движения и способ исполнения. Здесь на картинке показаны виды направления движения. Движение в обход и движение противоходом. И завершающая группа – это размыкание и смыкание. Команды направо, налево, от середины на столько-то шагов разомкнись. Это же размыкание можно выполнить бегом. При подаче команды добавляется слово «бегом». Размыкание приставными шагами производится по команде от середины вправо, влево, на 2, 3 и так далее шага приставными шагами разомкнись. Размыкание по распоряжению, например, встаньте на 2 шага друг от друга, разомкнитесь на 2 шага и так далее. Размыкание по направляющим в колоннах, которых преподаватель ставит на необходимый интервал. На этом у нас подошел урок к концу. Спасибо за внимание. До свидания.